Скоро в Таджикистане будет такой режим, что жить будет невозможно. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая новость удивила многих и разочаровала. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Представители запрещенного в Таджикистане Национального альянса Таджикистана, который объединил оппозиционные группы за рубежом, заявили, что сыну члена партии Исламского возрождения Таджикистана грозит депортация из Германии. Махмуд Джон Файзрахмон, представитель Национального альянса Таджикистана, 12 декабря написал в Твиттер, что Абдулло Шамсидин, 32-летний сын Шамсидина Саидова, 13 декабря будет выслан из Германии в Таджикистан. В Таджикистане ему угрожают пытки и тюремный срок, как и Шавализада, который в 2020 году был депортирован из Австрии и приговорен к 20 годам лишения свободы в Таджикистане, написал Файзрахмон. Власти Германии официально не комментируют вопрос о высылке сына активиста запрещенной ПИФТ. Как вам такая ситуация? Ведь ни для кого не секрет, что, по сути, это уже приговор для молодого человека. И почему страны это делают? Напишите свои мнения, пожалуйста, нам в комментарии. Шамсидин Саидов сообщил 13 декабря, что проблема началась с того, что его сын своевременно не встал на учет в миграционной службе Германии. По поводу проживания запоздали с подачи документов. И вот возник такой вопрос. Ничего более серьезного не было. Сейчас мы наняли адвоката и пытаемся предотвратить его депортацию, сказал он. В январе 2018 года суд Хатлонской области заочно приговорил Шамсидина Саидова, бывшего члена политсовета ПИФТ и бывшего помощника Саида Абдулло Нури, к 15 годам лишения свободы. В 2017 году парламентом Таджикистана были одобрены предложенные правительством поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан практики применения в стране заочных приговоров в отношении особо опасных преступников, которые находятся за пределами республики. Член запрещенной партии Исламского возрождения Хизбулло Шавализада был экстрадирован из Австрии в Таджикистан в 2020 году и осужден на 20 лет тюрьмы. Это вызвало возмущение правозащитных организаций. По словам Файзрахмона, Абдулло Шамсидин также является просителем политического убежища в Германии. После того, как ПИФТ была объявлена властями Таджикистана террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны, многие члены и сторонники этой и других оппозиционных правительству политических групп и движений бежали в Европу, в том числе и в Германию, и просили убежище. Власти европейских стран удовлетворяют не все прошения, и в последнее время в СМИ сообщалось о нескольких случаях выдворения и тюремного заключения на родине этих лиц, ищущих убежище. Таджикистан лидирует в регионе по преследованию журналистов из-за их профессиональной деятельности. Основным типом атак на работников СМИ в Таджикистане являются атаки с использованием юридических или экономических механизмов. Прежде всего, обвинения в экстремизме, связях с террористами, возбуждение уголовных дел и лишение свободы работников СМИ. С 2017 по 2019 год число выявленных атак со стороны представителей властей, а также угроз нефизического характера или в киберпространстве увеличились в среднем в 3 раза. Как вы думаете, почему не всех принимают? Свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Возможно, вы знаете подробности подобных дел. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!